Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Life. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему «Выбери карту и раскрой удивительные аспекты своей жизни». Это такое глубокое гадание одной картой. Пусть оно и небольшое, но вы можете что-то понять о себе через одну карту Таро. Вы можете раскрыть себя с совершенно другой стороны, иначе, по-другому, да, и, может быть, наткнуться на какой-то выход из положения или на правильное решение, да. Когда ты познаешь себя через карты Таро, ты начинаешь больше понимать, а что тебе нужно, что ты хочешь, да, и также больше понимать, а куда тебе дальше двигаться. Итак, выбери карту и раскрой удивительные аспекты своей жизни на классической колоде Таро Райдера-Уэйта. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, когда вы его для себя открыли. Так, выкладываю 4 позиции, 4 карты Таро. И говорить мы сегодня, общаться будем с одной картой, но это будет объемное чтение. Итак, пытаюсь их сложить, они у меня крупные. Вот наши 4 карты. Чем же их мне сегодня обозначить? Давайте обозначим камнями. Да, камнями. У меня тут на столе какие лежали, я такие возьму. Первая позиция пусть будет нефрит. Вторая позиция тигровый глаз. Третья позиция далматиновая яшма. И четвертая позиция срез агата. Наш коричневый агат. Первая, вторая, третья, четвертая. А те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите уже на свой тайм-код. Выбери карту и раскрой удивительные аспекты своей собственной жизни. И мы начинаем наше небольшое гадание с первой позиции, с нашего нефрита. И здесь я вижу карту двойка пентаклей. Вы знаете, двойка пентаклей в колоде Таро классической, чаще всего и во всех других колодах, показывает жонглера, который стоит на берегу и жонглирует пентаклями, у него мускулистые ноги, и он настолько профессионально это делает, да, на этом берегу, может быть, зарабатывая себе денежки или еще что-то, что остальные люди им просто восхищаются. Но когда ты делаешь что-то, как будто бы играючи, и как будто бы у тебя это естественным образом получается, это просто говорит о том, что у тебя за спиной много лет работы над этим. То есть реально это наработанное профессиональное качество, которое у тебя от зубов отскакивает. Ну, представь, что ты миллион раз повторишь стихотворение «У лукоморья дуб зеленый». В итоге разбуди тебя ночью, ты и спроси «У лукоморья дуб зеленый», ты скажешь «Золотая цепь на дубе том» и так далее. И будешь зачитывать полностью это стихотворение с начала до конца, когда тебя не спросит, что ты забираешься на Эверест, что ты спишь, что ты в сонном бреду, что ты еще где-то. Даже в старости, когда у тебя уже деменция, тебя спросил «У лукоморья дуб зеленый», ты скажешь полностью стих с начала и до конца. А все почему? А все потому, что ты это вот как-то вот слишком заучил, да? И то же самое с жонглером. Вот он умеет жонглировать, он это делает каждый день. И, скорее всего, карта отражает вот эти аспекты, невероятные аспекты вашей жизни. Это удивительный аспект вашей жизни. Скорее всего, что-то в своей жизни вы умеете точно так же делать, как этот персонаж на двойке пентаклей. Вы знаете, двойка пентаклей – это очень глубокая карта. Она показывает лишь счастливого человека. Вот в чем вопрос. Ведь мы здесь видим двойственность, мы видим здесь знак бесконечности, но этот человек делает все автоматически, да, автоматически. Вот, по сути, карта показывает умение балансировать, удерживать систему, может быть, в каком-то динамическом равновесии. Она чем-то похожа на карту умеренность. На самом деле в ней есть мудрое умение вовремя распознавать какие-то временные циклы и действовать сообразно им. Понимание, что любой подъем сменяется спадом, а спад обязательно сменится подъемом. То есть это называется естественный цикл. И по сути есть в этой карте как общая с картой умеренность, так и с колесом. Да? То есть,
в чем-то похожесть есть с картой колесо. На самом деле в карте есть игра. То есть она быстро синхронизируется с любыми переменами, извлекает практическую выгоду из любого поворота событий. Вы буквально можете адаптироваться хоть где. Ну вот, кстати, благодаря этому умению, которое есть у вас на сегодняшний день. Тот, кто сумел понять циклическую природу всех жизненных явлений, от погоды до любви, он может приспособиться к любой превратности жизни. И он ничего не будет драматизировать. Он переносит взлеты и падения без лишних волнений. Это дает вам, знаете, какое качество? Такое здравое, да, здравомыслие. И люди никогда не увидят в вас жалобу, стоноту. И вы вряд ли делитесь своими проблемами с окружающими, настолько, насколько это многие могут. То есть вы уже не так рассказываете подробно о своих проблемах и не так их драматизируете перед другими людьми. По сути, в этой карте есть урок. Она кажется легкомысленной, но она серьезная и глубокая. Она, так скажем, показывает равновесие между материальным и духовным. То есть у вас есть две равные возможности. И между ними выбирать на самом деле бесполезно, они взаимосвязаны. И по сути у вас есть сбалансированные две стороны сущего, да? То есть когда мы разум присоединяем к интуиции. У вас в этих двух областях происходит постоянный энергообмен. И вы притягиваете, получается, символ бесконечности к себе. То есть есть два неких полюса, и вы их можете друг с другом сочетать. По сути, карта демонстрирует единство внутри человека, но с другой стороны она показывает и игру неких противоположностей внутри вас. И я так вижу, что вы, может быть, понимаете, что жизнь — это игра. Вы уже философски настроены на эту жизнь. Вы смирились с тем, что родились, умрете, и все это будет происходить у вас в одиночестве, да, то есть человек, он всегда живет только в себе, только один. Карта человека, который может приспосабливаться хоть к чему, к любым обстоятельствам. У вас есть целенаправленность Козерога, на самом деле. Вот в этой карте она заключена. Я так считаю, что даже совет по этой карте можно дать, что жить нужно играючи. То есть, если вы еще не живете играючи, или вам кажется, что вы драматизируете, знайте, что вас опыт приведет уже к тому, что вы будете жить играючи. По сути, любой святой, любой человек, который как-то духовно развит, он понимает, что это игра Бога, что жизнь — это игра. И не драматизирует эту жизнь, как бы плохо ему не было. Поэтому просто жонглируйте дальше. Карта очень хорошая. Она показала нам кого-то, кто имеет большой опыт, реально большой. Такая первая позиция. Мы раскрыли вам некие удивительные аспекты вашей жизни. А мы идем с вами дальше. Раскрывать аспекты второй позиции. Так, позиция номер 2. Вы выбрали эту карту. Раскройте удивительные аспекты вашей жизни. И вам выпало что? 2 кубков. Вы знаете, 2 кубков — это очень такая светлая карта. Вы же видите в ней этот цвет, да? Когда 2 влюбленных соединились вместе, они друг друга обожают, да? Конечно, карта может показывать, что вы, когда любите кого-то, вы очень одухотворены. И даже подумав немного, могу сказать, что вы можете обретать счастье в любви. То есть сама по себе эта карта является неким владыкой любви. Здесь правит Венера, планета Венера. И также эта карта показывает знак зодиака Рак. Я не говорю, что вы знака зодиака Рак, это не обязательно, да? Однако, конечно, на карте мы видим мужчину и женщину, они обмениваются кубками, и это символизирует 2 основополагающих начала, на которых базируется творение и притягательная сила противоположности. Может быть, в вас заключены внутри противоположности, а может быть, вы
в жизни притянули какую-то свою противоположность, являющуюся вашим близнецовым пламенем или второй половинкой. Тут даже, вот смотрите, одежда женщины, она символизирует стихию воды, а одежда мужчины символизирует стихию огня. И да, это действительно противоположности, это не такие гармонично связанные между собой стихии, да. То есть я вижу здесь еще и красного ангела льва, который говорит о том, что это желание между ними, страсть между ними. И страсть это уже одухотворенная, то есть это же ангел. Над кубками есть покровитель новобрачных. Поэтому, если вы еще не встретили в жизни вторую половинку, если вы еще не объединены с кем-то, знайте, что вы объединитесь в очень скором времени. То есть удивительный аспект вашей жизни раскрыт именно в соединении, да, в паре, в том, чтобы быть с кем-то и любить кого-то очень сильно. Ну, также карта говорит о сильной интуиции, чувствительности, об обостренности восприятия. И вы можете очень остро чувствовать красоту. Вот на самом деле это карта выражения творчества, да. То есть в нашем мире людей есть несколько видов творчества, но любое творчество основано на любви. И вы можете выражать себя, как вам нравится, конечно. Здесь много людей смотрят это гадание, а вы каждый индивидуальный, да. Но любое ваше творчество будет основано на том, что вы любите либо этот мир, либо творите ради кого-то, чего-то, да, ну, сами понимаете. То есть вы наполнены неким вот этим чувством благодарности и привязанности к этому миру, ко Вселенной. Здесь всегда объединяется кто-то с чем-то, с кем-то, и карта, конечно, показывает идеальную пару, идеальный союз. Вот. Но это может быть союз, например, со своей деятельностью, ну, то есть со своим творчеством, такой идеальный, когда ты на своей волне, и люди видят, насколько ты гармоничен, насколько ты можешь этому миру принести много радости и счастья. Также в этой карте есть некая алхимия, да, алхимическая энергия, и она смешивает два простых элемента и их облагораживает. Поэтому я вам так скажу, что если вы возьмете что-то простое и сделаете из этого что-то более такое вычурное, да, или интересное, необычное, то мир вас поблагодарит финансово. Вот. Ну и также объединение мужского и женского, это может быть мужские и женские энергии соединяются даже в одном человеке. То есть вы поддерживаете качество и того, и другого пола, и в итоге с вами общаться всем очень приятно. Конечно, карта показывает очень такого коммуникабельного человека, с которым любой захочет дружить. Вот вы можете пользоваться в своей жизни своими этими качествами, да, дипломатичностью, коммуникабельностью, дружелюбностью, харизмой. Ну, как вы знаете, я вам говорила, да, Венера и Рак здесь объединяются, поэтому, конечно, человек может быть и чуткий, и заботливый, и сексуальный очень сильно. И ну, любого обворожить, любого даже может, по сути, обвести вокруг пальца, но я не думаю, что вы этого захотите делать. И, конечно, здесь идет сублимация. Ну, то есть ваша страсть, ваша сексуальная энергия, она может подниматься вверх и является движущей силой для выражения творчества. Вот. Поэтому здесь совет карты есть, как всегда, да, объединяться, налаживать отношения и вообще делать ставку на какие-то отношения. Сделать шаг навстречу другому человеку. Вот. И также давать в этому миру свою энергию и уметь брать. Ну, то есть, когда вам что-то предлагают, не стоит отказываться, если вам это нравится. Вот. Ну, такая у нас вторая позиция. Очень приятная позиция, на самом деле, такая карта. Двойка кубков. Я даже ее не ожидала здесь увидеть. Так, а мы идем с вами дальше, к позиции номер 3. Раскройте с помощью карты Таро удивительные аспекты своей жизни. И у нас здесь повешенный. Вот уж удивительная карта. Это старший аркан, а это значит, что вы очень важный человек. То есть, по сути, вы находитесь в той стадии жизни, где вы этому миру
еще можете многое дать, многое принести, и вы являетесь такой фигурой, которая влияет на этот мир наиболее сильно. Когда мы видим младший аркан, это есть влияние на мир, да, но тут человек больше как бы себя развивает. Если мы видим старший аркан, мы понимаем, что человек влияет именно на общество, на большую массу людей. Да? Вообще карта повешенного — это карта Мессии. Многие считают, что это повешенный Бог. Здесь есть символ святости Иисуса и некой жертвы. И также, конечно, это символ просветления. Абсолютно блаженное, спокойное лицо повешенного об этом говорит. И, конечно, способствует, покровительствует этой карте планета. Не планета, а звезда Солнце. Кто-то меня недавно поправил. В астрологическом смысле, понимаете, когда мы распределяем планеты, мы говорим, покровительствует планета Солнце. И, конечно, звезда. Вот. Но она покровительствует обычно наряду, да, с Нептуном, Сатурном, Меркурием, Венерой. Поэтому, конечно, я могу оговориться, когда говорю. Вот. Карта, она показывает стадию в духовном развитии, когда нужно освоить способность добровольно пожертвовать чем-то для достижения цели. Либо с миром отпустить то, что было. Вот вы сейчас в каком-то таком состоянии находитесь невероятного опыта. Вы начинаете понимать, что эго не существует, и что для того, чтобы у вас в жизни было что-то, что вы хотите, нужно все-таки либо что-то отдать, либо что-то сделать, да? И также научиться, может быть, терпеть других, заботиться о других. Я так понимаю, что вы познаете момент, когда нужно от чего-то отказаться ради чего-то важного. Причем это всегда очень горько, и это нужно пережить. У повешенного есть самопожертвование в целях духовного роста, и также в целях достижения мудрости и некой, может быть, человеческой проницательности. Если вы лишаетесь чего-то, то можно осознать то, чего вы раньше не понимали. То есть, когда у вас что-то отбирают, вы начинаете ценить это невероятно. Вот прям гиперценить. И вас как будто бы мир хочет научить что-то ценить. Но для чего это делается? Для того, чтобы стать зрелым человеком, для того, чтобы пережить мученичество и передавать потом свой опыт другим и быть добрым к другим людям. Давайте представим, что вы не знаете, что соль соленая, что на свете есть зло, и пробовали только сахар, и видели только добро. Да? Как вы сможете посочувствовать человеку, который болен, например? Вы же не знаете, что есть болезни. Он лежит, корчится, мучается, а вы в его шкурке никогда не были. Как бы вы не видели его мучения, раз у вас ничего не болело никогда в жизни, допустим, да, это если на болезнях приводить пример, вы не поймете, что такое болеть. Если вы никогда соль не пробовали, а только сахар, вам как ни пытайся объяснить, что соль соленая, вот это белый кристаллический порошок там, да, вот она такая же, как сахар, но соленая. Ты пробуешь сахар, он сладкий. Ты даже не понимаешь, что он сладкий, потому что соль не пробовал, у тебя контраста нет. И вот тебе объясняют там, и как бы тебе не объясняли, словами не передать, что соль соленая. Только ты пробуешь соль на вкус, ты понимаешь, но пока не попробовал, бесполезно. Если другой человек наберет полный рот соли и будет корчиться и говорить, фу, как мне противно, ты, не попробовав соль, не поймешь, что ему противно, не сможешь это посочувствовать ему, да, не сможешь это на себе как будто бы ощущать. Зато, если тебе было больно, если ты переживал моменты, когда тебе нет денег, нечего есть, или когда тебя били, или переживал моменты, когда тебя бросили, или переживал моменты, когда у тебя полный рот соли, ты, естественно, поймешь любого, кто это испытывал, да, любого. И тогда ты этому миру принесешь что? Великое благо, да? Потому что раньше ты никого не понимал.
мог спокойно идти по улице, наступить на улитку, она вся расплющилась, а ты идешь дальше и радуешься, а другую ты вообще зажаришь в костре. Почему ты так сделаешь? Потому что ты не понимаешь, что ей больно, пока тебе не напинают. Да? Но вот это момент мученичества нашего, любого из нас, кто переживал что-то в этой жизни, любые трудности, болезни, потери, лишения, преграды, бедность. Он был в повешенном, он был в нем. И как только он все понял, он из повешенного что? Вышел куда-то дальше. Вот. По сути, если вы выдержите испытание, то цель будет достигнута, и вас ждет награда. Но испытание это нужно выдержать, и нужно смириться, и нужно понять, для чего оно все было. А оно было именно для того, чтобы ты понял других людей, и больше не было вот этого барьера между тобой и кем-то еще. Барьеры все будут сметены, все до единого. Но когда ты поймешь душу другого человека, его страдания, ты можешь отвечать ему, не отвечать, говорить, выражать свое соболезнование или ничего не делать. Но главное, чтобы ты понимал, что у него внутри. И вот мы смотрим на эту карту и видим, что какая-то тут местность, ну как будто бы, может быть, даже пустынная, что ли. И привязанный к перекладине человек, да, висит за ногу. Он, по сути, за левую ногу привязан, и это говорит о том, что человек пришел к этой ситуации неосознанно. То есть вы неосознанно к этому пришли. Вот. Поэтому, я так понимаю, что ему бы и освободиться можно было очень быстро и легко. Но он этого тоже не понимает. Главное, что у него смиренное лицо. То есть вам нужно научиться смиряться с теми трудностями, которые вам выпадают. Мы видим здесь крест. Вот. Сами знаете, что такое крест. По сути, форма креста – это форма кармы, отработки. Я понимаю так, что да, это и есть символ нашего Иисуса Христа, которого тоже распяли на кресте. И с тех пор крест является, как мы тащим крест в нашей жизни, да, наши испытания. То есть крест – это испытание, это символ испытаний. Вот. Однако эти испытания нам полезны. Если бы мы витали в розовых облаках, мы были бы дикими эгоистами. И если бы рядом кто-то страдал при этом, многие сейчас так живут, да, не понимают тех, кто страдает, потому что не испытывал еще в той стадии до повешенного, да, живет. И никак невозможно это изменить, пока человек на себе что-то не попробует. Я вам так скажу, что просто у вас изменится сознание или уже изменилось. Вы станете просветленным человеком. У вас будет знание тайной жизни. И, конечно, после этого вы можете больше не испытывать трудностей. Почему? Потому что все поняли, да. И любая трудность вам не будет представляться трудностью в принципе. Вы будете знать, что это все для опыта. Такая позиция номер 3. А мы идем с вами к позиции номер 4. Выбери карту, узнай удивительные аспекты своей жизни. Давайте посмотрим ваш удивительный аспект. И выпала 3 кубков. Это такая хорошая карта, конечно. Карта счастья, радости, веселья. Вы видите на этой карте, вечеринку, можно сказать, да? Праздник какой-то. Люди отмечают. Может быть, это знак к тому, что вам скоро чему-то радоваться. Карта тоже показывает часто знак зодиака Рака, но эта карта является владыкой изобилия. И само по себе значение этой карты – это изобилие, конечно. Может быть, в вашей жизни наступил момент изобилия, а может быть, вы на пороге этого. И многие считают, что на карте есть некий космический танец Шивы, который вызывает из небытия многочисленные разнообразные миры. По сути, конечно, здесь много можно описывать, да, разных ассоциаций в этой карте. То есть Вселенная, она становится источником изобилия, и нужды всех существ удовлетворяются согласно их природе.
а также, ну, есть некие желания, да, у каждого человека есть желания. Так вот, эта карта, она показывает, что вы получаете то, что необходимо вам для счастья, что действительно необходимо. То есть именно по-настоящему. И вот что вы сейчас в жизни получаете? Задайте себе этот вопрос. Вот вам это что-то, что вы получаете для счастья, именно необходимо. Даже если вы получаете плохое, оно ведет вас к счастью. Как ни крути. Первоначальный эмоциональный импульс принимает некие формы. Это символ 3. И одна эмоция может подменяться другой, которая более вам приемлема. Это как будто бы игры Бога, игры подсознания. Карта всегда показывает творчество, карта показывает яркие чувства и также переключение из внутреннего мира во внешний и наоборот. То есть идет от внешних впечатлений к богатству души своей человек. И, конечно, изобилие, процветание, да, то есть у вас открываются возможности для изобилия. Праздник души наступает в скором времени. Однако нужно уметь себя контролировать, чтобы праздник души не превратился в попойку или, может быть, в затяжной праздник, когда ты становишься алкоголиком, да. Ну, бывает такое, что людей праздник затягивает. И у каждой карты есть 2 стороны, черное и белое, добро и зло, там, да, верхнее, нижнее. И, конечно, всего должно быть в этой жизни в меру. То есть вы побываете на празднике жизни, и вам нужно будет что? Идти дальше, правильно? По сути, карта поэтому показывает иногда эмоциональную неустойчивость. То есть когда чувства сменяются очень быстро, мысли тоже скачут у человека. Поэтому знак зодиака Рак здесь и присутствует, да. Также карта показывает часто, ну, понимание настоящего. И в связи с этим идут сильные эмоции. Ну, в любом случае, если у вас сейчас идет исполнение желаний в жизнь, изобилие в жизнь, праздник жизни, будет чему радоваться, будет что отметить и будет над чем держать победу, так скажем, то вам нужно будет что? Поблагодарить судьбу, да? И учитесь принимать то, что предлагают вам близкие люди. Делитесь с ними тем, что есть у вас. То есть, если вы получите изобилие, научитесь делиться этим изобилием, будьте щедрым человеком. И, конечно, карта, она показывает, что сейчас, раз у вас есть благодатный период, вы можете очень много добра сделать окружающим, просто потому что вы счастливы. Подарите им улыбку, подарите им тепло, подарите им свою дружбу, свою любовь. Раз вы вошли в период 3 кубков, я считаю, что это прекрасно, и вам нужно по достоинству ее оценить. Вот такая у нас 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Live и также на школу Таро Альвиен, гадание, заговор, ритуалы Карина. Всем пока и до новых встреч!